Ольхонского района Николай Малгатаевич Матошкин. Мэр Бейндаевского района Анатолий Прокопьевич Табинаев. Мэр Эхерит Балагатского района Геннадий Алексеевич Асадоев. Обладатель знака за заслуги перед Ольхонским районом Сергей Николаевич Копылов. Глава Еланцинского муниципального образования Сергей Юрьевич Белеев. Глава Шаратогодского муниципального образования Михаил Трофимович Нагуслаев. Открываются дали сибирские, ветер горные песни поет, вольной силой своей богатырскою славит землю родимый народ. Над Ольхоном зарею несказанную праздник крылья свои распростер. Чувства светлые и долгожданные вывел он на широкий простор. Внимание! Равнение на флаг Российской Федерации смирно! Пятый межрегиональный турнир по вольной борьбе и бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР Михаила Михайловича Елбаскина считать открытым. Гостеприимством да радушием знаменит Ольхонский край. В знак признания и отличия нам приятно в этот час по старинному обычаю белой пищей встретить вас. Слово для открытия турнира предоставляется мэру Ольхонского района Андрею Алексеевичу Тыхееву. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые наши гости, участники турнира. Мы рады приветствовать после двухлетнего перерыва на нашем традиционном межрегиональном турнире по национальной борьбе памяти нашего выдающегося земляка Елбаскина Михаила Михеевича. Мы также рады тому, что турнир проходит на Ольхонской земле, на родине Михаила Михеевича, на берегах нашего священного моря, на земле, где рос, родился Михаил Елбаскин. Этот турнир, конечно же, дал старт спортивной карьере многим ныне именитым чемпионам, дал путевку в профессиональный спорт, подвел к высшим подмосткам России и мира. Этот турнир, он отличается от предыдущих тем, что в программу спортивных соревнований включена вольная борьба среди мужчин и национальная борьба среди юношей. Мы, конечно же, ожидаем сегодня от этого турнира ярких, красивых схваток, море эмоций, впечатлений ярких. Я желаю
борцам показать сегодня красивые зрелищные схватки, порадовать нас, болельщиков. Команде Ольхонского района я желаю мужества, бойцовского духа, победы. Берите пример с успехов Михаила Баскина. Всем гостям, участникам я желаю успехов, спортивного азарта и крепкого здоровья. Уракша! Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Законодательного собрания Иркутской области, президенту Федерации спортивной борьбы Иркутской области Кузьме Романовичу Алдарову. Уважаемые друзья, сегодня замечательный турнир, очередной праздник на Ольхонской земле. Хочу сказать, что очень хорошая традиция существует, когда на турнире проводим в честь наших великих борцов, оставивших яркий след в истории развития вольной и спортивной борьбы Иркутской области. Сегодняшний турнир – это очередной смотр сил. Спасибо всем, кто приехал из-за пределов Иркутской области. Отдельные слова благодарности организаторам турнира, родственникам. Я думаю, что сегодняшний турнир показывает достаточно высокий уровень организации, большое количество борцов. Я думаю, что каждый увезет с собой замечательное впечатление от сегодняшнего праздника. Хочу сказать, что большую работу проводит сегодня администрация Ольхонского района по развитию вольной борьбы. Неплохой вклад в развитие спортивной борьбы вносят и девушки-вольницы, и парни, занимающиеся вольной борьбой. Поэтому позвольте мне от имени Федерации спортивной борьбы Иркутской области вручить благодарность мэру Ольхонского района Пихееву Андрею Алексеевичу. Ну а всем сегодня борцам бескомпромиссной борьбы, ярких побед, объективного судействия, а всем зрителям незабываемых впечатлений. С праздником вас! Слово для приветствия предоставляется президенту Федерации вольной борьбы Иркутской области, президенту спортивного клуба «Арена» Алексею Александровичу Дмитриеву. Дорогие земляки, дорогие друзья, я рад приветствовать вас всех на Ольхонской земле. Я благодарен нашим гостям, нашим друзьям, которые откликнулись на наш турнир. И я очень, от чистого сердца всем говорю спасибо. А борцам показать борьбу, нам всем хорошо здесь провести время, набраться сил на священном озере Байкал. Всех с праздником. Спасибо. Слово предоставляется почетному гражданину Ольхонского района, почетному президенту Федерации вольной борьбы Ольхонского района Николаю Малгатаевичу Матошкину. Добрый день, уважаемые участники турнира, дорогие гости. Добрый день, близкие, друзья, родственники. А здесь присутствуют сестры, брат, дети Михаила Елбаскина. 25 лет тому назад в честь его имени, а ему было тогда 40 лет, мы впервые на Байкале под открытым небом провели первый турнир на призе нашего земляка, чемпиона России среди юношей из бурятского народа Миши Елбаскина. Мне было очень приятно. Прежде чем провести этот турнир, я согласовывал эти действия с родителями. Они были живы, здоровы, и они были очень благодарны. Самым уважаемым гостем был его тренер. Баймеев. Батюрович. Геннадий Батюрович. Соревнования прошли прекрасно, детей было много. Но выстрелил из ольхонской команды один Гриша Кожевник. Это в далеком 97-м году. Сегодня Гриша у нас, Григорий, заслуженный мастер спорта.
чемпион сурдоолимпийских игр, почетный гражданин города Улан-Удэ и Орхонского района. И много-много почестей. Мы ему говорим огромное спасибо. Спасибо этому турниру, он всегда говорит. Это он выстрелил. А после этого турнира мне подсказывают, что 11 человек стали мастерами спорта. 2 бывших тренеров, борцов стали судьями международной категории. Давайте похлопаем. Это Кирилл Асадоев и Михаил Арбадоев. Они здесь. Я когда смотрю первенство России, я всегда Кириллу говорю, я смотрю не на борцов, а на тебя, как ты судишь. Я очень рад, потому что это тоже моя частица моего участия в развитии, в становлении как судьи, значит, Кирилла и Михаила. Я должен сегодня сказать огромное спасибо детям Михаила. Яна, брату, сестрам, зятю, Саше. Огромное спасибо. Это алтын хубуны үкізгіті урго, подхого. Яркий пример не только землякам, вообще, значит, бурятским борцам. Его дело продолжает племянники. 3 брата борются, 2 из них мастера спорта. Ура! Ура! Всем маленьким присутствующим скажу, что Михаил Елбаскин боролся после школы, в школьное время. 18 лет был уже мастером спорта, чемпионом России, чемпионом турнира, международного турнира Али Алиева. Тогда его сравнивали малым чемпионатом мира. Вот такой он вырос на Ольхонской земле парень по имени Михаил Елбаскин. Давайте, кто сегодня занимается развитием вольной борьбы и в области, и в Орхонском районе, кто проводит сегодня этот прекрасный турнир, хотел бы сказать насчет дальнейшего развития, процветания, чтобы дети всегда говорили спасибо этому турниру. Мы очень рады не только участвуем, но в будущем это вы уже определяете свое будущее. Из всех борцов, которые начали заниматься 90-х годов в Ольхонском районе, все они вышли в люди. Все они вышли в люди. И каждый сегодня, пребывая здесь, на Ольхоне, подходит и здоровается, обнимает и говорят огромное спасибо. Эта борьба объединяет всех нас. Спасибо. С праздником вас. Слово для приветствия предоставляется старшей дочери Михаила Михайловича Яне Михайловне Елбаскиной. Рада всех приветствовать. Хотелось бы сказать, ну вот Гриша у нас, Кожевников, будет завтра. Я так понимаю, там делегация с Бурятии тоже будет завтра. Потому что, ну, такое ощущение сложилось, что у нас нынче участников больше, чем зрителей и болельщиков. Но я уверена, что Ольхонский район завтра подтянется, да? У нас будут трибуны, будут зрелищные, потому что поединки. Потому что сегодня уровень турнира на самом деле оценивается участниками команд. Уже вышел на планку выше. Дорогие поэтому участники, тренеры, судьи, дорогие болельщики, организаторы, мы рады приветствовать вас на родной земле нашего отца, на турнире его памяти. Несмотря на сложное время, сегодня наш турнир объединил всех неравнодушных. Мы сейчас все обнимаемся, как говорится, целуемся и отмечаем, что давно не виделись. На самом деле пандемия внесла свои коррективы в наш календарный план. Но хочу отметить, что после пандемии как раз-таки занятия физической культурой и спортом приобретают еще больше значимость. И я думаю, что вы согласитесь, да, что турнир, наш турнир имеет
особое социальное значение для региона, для нас каждого. Почему? Потому что спорт, он не только укрепляет здоровье, он поднимает нашу силу духа, он укрепляет нас, он делает нашу нацию сильнее. Поэтому выражаем огромную благодарность всем причастным в организации этого события. Конечно же, огромные слова благодарности хочу выразить администрации Ольхонского района в лице мэра Пихеева Андрея Алексеевича. Конечно же, огромная благодарность, нас немного, хочу сказать, моему зятю хочу выразить, это Руслану Аполлоновичу Баракшонову, президенту Федерации национальной борьбы Иркутской области. Спасибо тебе, Руслан, спасибо твоим единомышленникам. Вы явились на сегодняшний день инициатором, вы являетесь нашими спонсорами, инвесторами. Вы вносите серьезный вклад. И это сильная миссия, это благородная миссия, благородное дело, которое мы делаем с вами. Спасибо вам огромное. Желаю всем удачи, побед, новых впечатлений и хорошего отдыха. Спасибо. Дорогие гости, уважаемые друзья, давайте бурными аплодисментами проводим наших уважаемых почетных гостей. Михаил Михайлович родился 9 августа 1958 года в селе Черноруд. Являлся заслуженным работником физической культуры. Неоднократно выступал меценатом соревнований, турниров по вольной борьбе, тем самым поддерживая молодых начинающих спортсменов. По окончанию вуза работал на кафедре физической культуры и спорта в СТИ. Его наставник – заслуженный тренер СФСР и СССР Геннадий Батюрович Баймеев, высочайший специалист вольной борьбы, требовательный и добрый. Под его руководством расцвел талант Михаила Михайловича, и в 1975 и 1976 годах он становится призером международного турнира, чемпионом Бурятии среди взрослых.